старости, как и в детстве, радуются малому, видят прекрасное в простых мелочах, а старики, живущие в доме престарелых, нуждаются во внимании, общении и празднике вдвойне. Неожиданный приезд первой леди страны Аэлиты Ахибой в вербное воскресенье приятно удивил постояльцев дома-интерната. В сопровождении директора учреждения Анны Кварчи супруга президента ознакомилась с условиями жизни пожилых людей и лично пообщалась с ними. С праздником! С праздником! Сегодня вербное воскресенье. Вашей семье, детям, внукам, всем самого хорошего и голубого неба. Спасибо. Вам большое спасибо, что не забываете. Спасибо, дайте я вас обниму. Мы чем стараемся. Спасибо, дорогая. Спасибо. Тогда... Вера Молдаван живет в интернате уже 10 лет. Она рукодельница. Любовь к вязанию у нее с самого детства. Увидев первую леди, она с радостью подарила ей несколько своих изделий. Пришла в 60. Прекрасно выглядите. Вот 10 лет. Ну, каждый константина мне рисовую муку покупает для лица, я делаю маски. Сейчас в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Сухуми находится 44 человека. 16 мужчин и 28 женщин. Для многих пенсионеров такие учреждения становятся вторым родным домом, где они ощущают полноценную заботу и любовь. С праздником вас! Спасибо, С праздником! спасибо. Всех вам благ! Живите долго! Вы очень красивая женщина! Вы очень красивая женщина! Они волос красят здесь, и девочки волос Книги красят, читайте! маникюры, да. Книги читайте! Так обязательно, Да, и конечно. маникюр у вас красивый! Как же! Настоящая женщина! Конечно! Настоящая женщина! Аэлита Ахиба приехала не с пустыми руками. Подопечным дома-интерната она привезла комплекты постельного белья, на матрасники, простыни, подарки и пасхальные сладости. Честно говоря, я думала, проблем будет больше в этой структуре, в этом учреждении. Но, видимо, усилиями и вышестоящих организаций, и непосредственно руководителей этого учреждения совершенно обстановка приятная, люди улыбаются, они даже красивые, такие пожилые люди, за 90 лет несколько человек, и они улыбаются, радуются. Как удалось выяснить, и медикаменты какие-то есть. Здесь не медицинское учреждение, но тем не менее какие-то некоторые необходимые лекарства срочного характера, они есть. Вот. Но отношения замечательные. Первая леди также отметила, что было бы неплохо, если студенты медицинского колледжа и других образовательных учреждений посещали дом престарелых для получения необходимых практических навыков. Аэлита Ахиба пожелала постояльцам приюта здоровья и долгих лет, а руководству дома престарелых сил и успехов в их благородном, нелегком труде. Сария Кварацхеля, Абхазское телевидение.